Следующий наш спикер – это Айрат Эфенди Гатиатуллин. Айрат Эфенди, вы здесь? Это представитель Татарстана. Да, здравствуйте. Ярый. Айрат Абай, мы тут по традиции приветствуем, представляемся на родном языке и докладываем. Хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар, кардәшләр, сезне Казаннан сәламлыйм. Бик кызык докладларын тыңладым, и я начну доклад. Так, я представляю Институт прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан. Вот предыдущие докладчики, в основном, которые я слушал, это были группы энтузиастов. Вот, а у нас хоть и небольшой, но институт, который занимается разработками для в первую очередь для татарского языка, но и в последнее время мы начали делать некоторые продукты для других тюркских языков. Вот наш институт, как я уже говорил, небольшой. Он был создан в 2009 году на базе лаборатории проблем искусственного интеллекта. Вот. И цели научной деятельности – это проведение различных фундаментальных поисковых прикладных исследований в области моделирования, так и разработка IT-продуктов по поддержке татарского языка, внедрение татарского языка в информационные технологии. Вот. Ну, если интересует какая-то информация, то есть информация о нашем институте есть на сайте Академии наук, как одно из подразделений Академии, вот, о том, какими направлениями занимается наш институт. Вот. И сейчас перечислю примерно какие разработки основные. То есть, ну, разумеется, в первую очередь это татарская локализация разных программных продуктов, которые с которыми вы можете ознакомиться на сайте ТАЦО. Это здесь список этих продуктов перечислен. Наш институт, разумеется, занимался и переводом продуктов Microsoft. В свое время это Windows, Office, разные версии, клавиатуры для различных версий, скажем так, смартфонов и так далее, операционных систем. Это и проект SmartCAD. Основные критерии при локализации, то есть это точность, краткость, корректность и так далее, разных понятий. Ну, здесь вот как раз приводятся некоторые продукты, при локализации которых мы участвуем. Microsoft Windows, набор других программных продуктов, Sailfish и так далее, для Android. Я думаю, многие уже с этим пакетом знакомы. То есть, и, соответственно, уже и вот Дарки не было, тоже для башкирского языка это уже демонстрировал, поэтому, я думаю, это уже многим нашим слушателям не в новинку. Вот то, что касается именно особенностей наших программных продуктов, как уже Элай говорил про агглютинативные языки и так далее. То есть то, что... Но сейчас, правда, нейронные сети появились, и машинное обучение, которые уже позволяют особо не обращать внимания вот на эту языковую разницу, но множество программных продуктов, которые разрабатывают, они именно учитывая структурно-функциональные особенности тюркских языков. Это их агглютинативность, сингармонизм, отсутствие грамматической категории, порядок слов в предложениях и так далее. Вот. И в основном все, скажем так, тюркские языки, не считая турецкого языка, являются малоресурсными языками. Ну, а тюркские языки Российской Федерации, они практически все в полном составе можно отнести к категории малоресурсных языков, если сравнивать с английским языком или с некоторыми европейскими языками. Вот. И поэтому при разработке вот этих программных продуктов приходится учитывать вот эти вот структурно-функциональные особенности наших тюркских языков. При этом следует отметить, что вот эти вот наши тюркские языки, ну, наверное, процентов на 70-80 они совпадают, и те разработки, которые сделаны для одного тюркского языка, легко переносимы на другие тюркские языки. Конечно, есть у нас вот ряд, ну, 2-3 таких языка, которые довольно-таки сильно отличаются. Это вот чувашские, якутские языки, но остальные, они достаточно близки друг к другу, и поэтому разработки, которые делаются для этих языков, легко переносимы. Ну, в первую очередь, это, конечно же,
электронный корпус для татарского языка. В настоящее время существует несколько электронных корпусов. Уже это как и письменный корпус татарского языка, который тоже разрабатывается в Казани, это электронный корпус Тавантель. Но вот электронный корпус Тавантель является именно нашей разработкой. На сегодняшний день он насчитывает более 180 миллионов словоформ. И там есть морфологическая разметка, разные поисковики и так далее. И адрес этого корпуса вы также видите на сайте. То есть, если кому-то интересно и будут какие-то вопросы, с удовольствием на них и отвечу и после конференции. И готов сотрудничать по этому. Следующий программный продукт – это электронный атлас татарских говоров. В основу этого атласа положен диалектологический атлас, который был разработан нашим институтом языка и литературы, нашими татарскими диалектологами. Все это посажено, скажем так, на основу ГИС, информационной системы, и все это реализовано в электронном виде. И, кстати, следует отметить, что сейчас в Академии наук идет разработка более глобального проекта, который объединяет уже вот эти вот электронные диалектологический атлас, и там подключились археологи, которые свою археологическую информацию также по своим раскопкам размещают в этом едином ресурсе, то есть будет некий единый портал, на котором размещается вот эта вот информация по нашим ресурсам. Этим атласом заинтересовался также и Институт языкознания в Москве, группа вот во главе Депо Анны Владимировны, думаю, многие знакомые, с главным тюркологом в Академии наук Российской, я думаю, Анны Владимировны. Вот, и они по опыту, то есть по примеру вот этого электронного атласа, начали создавать свой ресурс для практически общий для всех сурских языков. Вот. В свое время наш институт занимался и разработкой обучающих систем. Это была локализация программных продуктов, таких как химия, физика и из школьных курсов. Но в последнее время пока это направление у нас приостановлено, поскольку все усилия направлены именно на лингвистические разработки. Вот, разумеется, одно из направлений, которое сейчас активно развивается, это и на базе тех же нейронных сетей, это речевые технологии, анализатор речи, синтезатор речи. Это у нас тоже, вы можете с этими продуктами ознакомиться вот по тому адресу, который представлен на сайте. Сами разработки эти ведутся уже не одно десятилетие, то есть это еще было начато в 90-е годы прошлого века на базе дифонов и так далее, других технологий, там были другие дикторы. И сейчас это все уже перенесено на новую базу, на новые технологии, на основе машинного обучения, на основе нейронных сетей. То есть идет запись дикторов, как видите, здесь вот указано 500 дикторов, 100 часов аннотированных записей. И следует отметить, что у нас есть вот татарский лагерь «Салят». И как раз вот в этом лагере производится вот запись речи спикеров, которая затем аннотируется и используется в данном электронном корпусе. Но синтез речи, как видите, здесь как мужской, так и женский голос, 4 основных корпуса, профессиональные дикторы, детальная аннотация. Ну и, как я сказал, уже есть и массовая запись дикторов, которые для того, чтобы анализировать или синтезировать произвольные записи. Так. Далее, ну вот здесь вот представлен интерфейс вот этого программного продукта, с которым вы можете также ознакомиться на сайте. Разумеется, также наш институт занимается разработкой и систем машинного перевода. Адрес этого продукта вы также видите на сайте translate.tatar. Этот программный продукт, он разработан для русско-татарского перевода. Но сейчас вот мы начали новый проект, где расширяем наш продукт на 7 тюркских языков. То есть здесь используется именно подход того, что, скажем так, информация и программы, которые у нас обучены на одном тюркском языке, можно переносить на другие близкородственные тюркские языки. И мы сейчас вот делаем систему машинного перевода, которая уже
будет переводить и делать переводы это башкирский, казахский, узбекский, киргизский, крымско-татарский, чувашский языки. То есть там 7 тюркских языков будет использовано. И именно здесь как раз используется, то есть поскольку, например, вот с рядом языков у нас используется большой дефицит, например, в первую очередь это крымско-татарский язык, для которого практически отсутствует материал и литература. И у них там, с одной стороны, у них ведь была латиница, кириллица, то есть сейчас они перешли на кириллицу, это, соответственно, вопросы конвертации, и нет устоявшейся орфографии для крымско-татарского языка. То есть и поэтому вот технологии машинного обучения для близкородственных языков и переносе вот этих автоматных технологий обучения на другие языки, на близкородственные языки мы пытаемся использовать для этих языков. В общем-то, результаты уже некоторые есть, я думаю, в течение ближайших года будут получены уже сами переводчики. Как я уже сказал, машинный перевод, то есть он располагается по этому адресу. Здесь используется 1 миллион пар параллельных предложений, нейросетевые технологии, те же. Я думаю, для многих из вас это уже вещи знакомые, то есть параллельные корпуса. То есть вот тот параллельный корпус, тот электронный корпус, ту антель, который я демонстрировал, там есть и параллельный подкорпус, и вот это все уже используется для других технологий. Но здесь вот показаны статистические данные, то есть какие результаты и какие данные были использованы при разработке данных программных продуктов. Разумеется, для того, чтобы демонстрировать наши результаты, мы проводим и организуем разного рода конференции. У нас уже вот есть конференция TEL, которую мы проводим около 20 лет. Вот, и эта конференция как раз посвящена компьютерным разработкам и компьютерной когнитивной лингвистике. В прошлом году также была эта конференция. Но на одной из международных конференций, на которой мы участвовали в Минске, мы познакомились с группой казахских разработчиков из Евразийского университета в Астане. И как раз у нас там возникла идея о том, что необходимо проводить общую конференцию, поскольку мы занимаемся примерно одними и теми же разработками. И для того, чтобы вот эти вот делиться своими результатами, но несмотря на то, что мы делаем, например, общие разработки, у нас разная система обозначений, те же разные терминологии, разные системы тегов, которые мы для той же разметки корпуса используем. И для того, чтобы и продукт, например, который разработан для одного языка, они практически непереносимы на другой язык. И поэтому для того, чтобы наши усилия объединить, мы с 2013 года начали проводить эту международную конференцию, основными учредителями которых является вот этот Институт искусственного интеллекта Евразийского университета, потом это Стамбульский технический университет и наш институт прикладной семейства. Как видите, уже прошло несколько конференций. Конференция проходит ежегодно, и она проводится в разных странах и регионах, там, где имеются разные разработки по тюркским языкам. То есть видите, что в 2013 году эта конференция проходила в Астане, в 2014 в Стамбуле, в 2015 в Казани, в 2016 в Бишкеке, в Кыргызстане, на базе Бишкекского технического университета, в 2017 это опять Казань, в 2018 это Узбекистан, это университет узбекского языка и литературы. Там сейчас, кстати, тоже довольно-таки активно развивается направление по компьютерной лингвистике. Они там открывают магистратуры, бакалавриат по компьютерной лингвистике. Вот. В 2019 это был Крымский федеральный университет и Крымский инженерно-педагогический университет, то есть они совместно организовали эту конференцию. И в 2020 году конференция у нас проходила в онлайн-режиме, но основными организаторами были Институт языкознания из Уфы. Ну и в 2021 году решено, что эту конференцию у себя будет принимать Тува. Тувинский государственный университет является основными организаторами данной конференции. У этой конференции есть сайт, и на этом сайте, как вы видите, мы располагаем информацию о тех ресурсах, которые нам известны, по разработкам для тюркских языков. Это про электронные корпусы, морфологические анализаторы, системы машинного перевода. Но
интерфейс этого сайта реализован на многих тюркских языках, как вы видите. Вот. И поэтому всех участников, те, кто здесь также участвует вот на этой конференции, я также приглашаю к совместной работе и участию вот на нашей конференции Турклэнд, которая будет проходить в этом году в сентябре на базе Тюменского государственного университета. И как я уже сказал, то, что вот это вот мы проводили уже неоднократно конференцию и так далее, но эта конференция показала, что несмотря на то, что у нас идут совместные обсуждения, все равно у нас нет как бы единого механизма, который бы объединял наши вот эти усилия, некая единая справочная система и так далее. И для того, чтобы вот эти результаты уже представить в неком едином виде, едином стандарте, мы начали вести разработку портала «Тюркская морфема». Эта тюркская морфема, ну, морфема здесь выбрана именно потому, что, скажем так, в тюркских языках агглютинативного типа, морфема является одним из ключевых элементов, она как и корневая морфема, так и аффиксальная морфема. Вот и поэтому и в качестве базового элемента здесь именно выбрана тюркская морфема. Вот. Портал, как я уже сказал, включает в себя такие механизмы, как форум, некий фрагмент Википедии, но мы здесь с основной Википедией, скажем так, не конкурируем. Здесь именно информация по лингвистике, то есть лингвистические данные размещаются в нашем разделе Википедии на разных языках. Это, с одной стороны, как я уже сказал, справочная система, с другой стороны, сюда будут добавляться разные сервисы, морфологические анализаторы, семантико-синтаксические анализаторы и так далее. Также и другие программные продукты, именно для того, чтобы их наши коллеги могли вполне использовать в своих программных разработках. И вот это описание, как я уже говорил, вот эта информационно-справочная система, например, представлена в следующем виде. То есть, что такое грамматическая категория падеж? То есть, информация, как видите, представляется на русском и английском языках, и также информация представляется на тюркских языках. То есть, с одной стороны, как уже Ильдар говорил, есть проблема терминологии, и для того, чтобы эти терминологии были собраны в единой справочной системе, и дается и пояснение, что это такое. То есть, несмотря на то, что, как я уже сказал, используются активно технологии машинного обучения и так далее, наши тюркские языки используют большой дефицит именно в онтологической информации. То есть то, что у нас отсутствуют такие ресурсы, которые уже много лет назад были разработаны для английского языка, например, такие как WordNet, FrameNet, VerbNet и так далее. То есть все эти ресурсы для тюркских языков, к сожалению, отсутствуют. И здесь мы пытаемся вот эти ресурсы собрать совместно и реализовать в рамках нашего портала. Как я уже говорил, интерфейс этого программного продукта также реализовывается на многих языках, которые включают русский и английский, но и тюркские языки. То есть, зависит от участников этого проекта. То есть, поскольку проект реализован таким образом, что сюда можно подключаться и уже участвовать как в заполнении, зарегистрироваться в портале и участвовать в заполнении данного портала для своего языка. Ну и зависит от того, насколько активны представители какого-то языка, соответственно, уже используются переводы и заполнения для этих языков в большей мере. То есть сейчас там зарегистрировалось больше 40 человек на этом портале, но активность, я думаю, будет по мере уже дальнейшего продолжения разработки портала возрастать, но пока, конечно, еще оставляет желать лучшего. Вот. То, что я уже говорил, для тюркских языков отсутствуют такие онтологические ресурсы, как типа WordNet, FrameNet и так далее. Вот здесь мы сейчас создаем некий аналог тюркского WordNet, где есть переводы, например, те же отношения, как в WordNet, там гипонимы, гиперонимы и так далее, и, соответственно, текстовые входы этих слов на тюркских языках.
И как мы уже заметили, что в том же WordNet, например, отсутствует ряд понятий, которые, например, имеются в тюркских языках. Например, для понятия охотник там только хантер и других как бы понятий нет, а в тюркских языках это есть. И, например, только в татарском языке это пиенче, прыкаче, то есть охотник, белок, охотник с помощью беркута и так далее. А этих концептов в ресурсах для английского языка нет, и, соответственно, мы дополняем отношения и концепты тюркских языков, которые отсутствуют для ресурсов для английского языка. Вот. Сама идея оказалась, вот то, что мы начали создавать такой портал, уже не нова. То есть мы нашли материал 1988 года в журнале «Советская тюркология», авторами которых являются профессоры Гузев, Петровский и Щербак, о создании машинного фонда тюркских языков, где была высказана идея о том, что для решения практических задач нужно создать большой многоцелевой машинный фонд тюркских языков, который будет строиться по определенным принципам, которые представлены в их материале. И те, кто хочет с этим ознакомиться, я думаю, могут эту статью найти, она есть в интернете, и почитать именно как раз. То есть то, о чем мы сейчас говорим, эта идея уже, оказывается, хорошо забытая старая, и этим озадачивались в свое время, еще в 1988 году, но по ряду причин, из-за того, что как развал Советского Союза, так же и там, другие причины, то есть не был так развит интернет и информационные технологии, соответственно, эта идея так и осталась идеей нереализованной. Вот. Недавно я выступал на конференции ФАДН, Федерального агентства по делам национальности, где была как раз предложена идея о том, что именно при содействии государственной федеральной структуры необходимо создавать такие машинные фонды, можно их назвать или пайплайны, можно их назвать по-разному, но идея именно такова, чтобы объединять вот эти вот машинные фонды по группам родственных языков. То есть, поскольку именно то, что создается для одного тюркского языка, все это уже намного легче переносимо на другие языки, родственные языки этой группы. Вот и все это будет экономичнее, быстрее, практичнее. Это вкратце вот о наших разработках и о тех вот идеях, которые реализуются в нашем институте. Если будут вопросы, я готов ответить. Айрат Эфенди, Рахматбек Зор, вопросы, конечно, есть. Они есть в чате. Пожалуйста, откройте, прочитайте их, ответьте сами, потому что я случайно вышла, и чат я уже не вижу. Но озвучьте, пожалуйста, вопрос. Сейчас тоже получается переключиться. Там будет кнопка «Чат». Сейчас я оставлю демонстрацию. Что делается в Турции в данном направлении? Ну, в Турции в данном направлении делается много, поскольку у них этим занимается несколько университетов. Это Стамбульский технический университет, университет Габзе и ряд других университетов. Поэтому у них это все и тюркский корпус, и пайплайн, все это было разработано в большем объеме, поскольку у нас фактически это, если учесть наш институт и группа энтузиастов, то у них это развито намного больше именно в том плане, что у них этим занимается намного больше коллективов. Вот. То, что перспектива унификации тюркских языков, а также выработка общетюркского языка, вот у нас как раз в рамках нашего портала мы добавили такой пункт, как язык артатюрк. Мы знаем, что в Ташкенте ведется как раз разработка языка артатюрк, тоже группа энтузиастов. Вот и основной разработчик этого языка захотел принять участие, то есть мы его там зарегистрировали, но пока заполнение особо мы информации по данному языку не заметили, то есть это как одно из направлений. Но именно унификация предполагает именно унификацию в системе обозначений, тегов, для того, чтобы
автоматически размечать корпуса и так далее, используя одну и ту же терминологию, поскольку у нас какие-то команды ориентированы, например, на русский язык, какие-то на английский язык и так далее. Поэтому для обозначения одного и того же используются разные теги, разные термины, и все это необходимо все-таки объединять и унифицировать. Так. Какой там еще вопрос? Там еще был вопрос про унификацию общетюркского языка. Пожалуйста, если кто-то случайно включает микрофон, выключите, или кто зашел только сейчас. Ну, по унификации я сказал, то есть язык Ататюрк, но именно для того, чтобы помочь вот этим энтузиастам, которые занимаются созданием языка Ататюрк, мы в портале создали для них аккаунты, чтобы они могли использовать и тот сервис, который будет разрабатываться в рамках портала, чтобы они также могли использовать для создания своего языка. То есть... Так, был такой вопрос. Как был организован процесс перевода 1 миллиона пар? Поделитесь, пожалуйста, опытом организации, менеджмента. Опыт организации? Ну, дело в том, что у нас один из ресурсов – это перевод сайтов правительственных, поскольку они у нас ведутся на 2 языках. То есть вот это сайты правительства республики, разных министерств и ведомств. Вот. Далее это локализация программных продуктов. То есть то, что мы переводили Office, Windows также был использован по направлению IT-технологий. И следующее – это тоже переводные книги. То есть то, что есть художественная литература, которая переведена, например, ряд произведений с русского на татарский. Также был процесс выравнивания этих произведений и также был использован. То есть вот эти основные источники. И то, что законодательство у нас тоже на Конституции и так далее, все это на татарском и русском языках. Тоже все это было задействовано. Дулустан, прочитай, пожалуйста, вопрос про переводчики Яндекс и Google. Я помню, что такой вопрос был, но я уже не вижу. Есть ли сравнение с переводами на Яндекс и Google? Сравнение с Яндексом и Google у нас те разработчики, которые непосредственно занимаются, они регулярно производят, но примерно, я думаю, уровень сопоставимый с этими переводчиками. То есть, соответственно, это же зависит от того контекста, на котором это работает. То есть, поскольку, например, для одной проблемной области где-то получше, для другой проблемной области это похоже, поэтому примерно уровень примерно одинаковый. Отлично. И был вопрос, последний, по-моему, уже. Крутой вопрос с терминами от Элли Шамаева, от нашего первого прям спикера. Спасибо большое за доклад. Какие примерно метрики достигнуты в задачах морфологического разбора НЕР и ПОС в татарском языке? У нас есть несколько морфологических анализаторов, по разным тоже они технологиям разработаны. Все зависит от частоты текста, анализируемого, на котором работает анализатор. То есть, если, скажем, текст без вкрапления иностранных слов и так далее, то есть, процентов 99, если чистый текст без ошибок, и анализаторы у нас работали морфологические. Конечно же, если там много иностранных слов, и если есть много ошибок, то, соответственно, качество намного хуже. И если есть, например, какие-то имена, там, названия фирм и так далее, то есть все это, соответственно, на них уже анализатор работает хуже. Спасибо. И возьмем еще один вопрос. Вот, Али, спасибо, что повторили еще раз в чате. Как можно по этим вопросам выйти к Microsoft? И есть ли контакты? Microsoft, в свое время это на уровне правительства Республики Татарстан все это производилось, то есть через них осуществлялся выход к компании Microsoft, и как раз они там в свое время, когда еще принимался стандарт, который был включен в состав Windows, все это делалось через них, и, например, перевод Office, это тоже по инициативе правительства Республики было сделано. Хорошо, спасибо. Если вы пропустили, я напомню, что у нас первый
докладчик, первый спикер уже задал такой темп. Мы, говорит, посмотрим, что сделают татары, потом, типа, переделаем под себя, потому что у меня встречное предложение не смотреть, а сотрудничать и делать совместно. Да, вот для этого мы и делаем вот эти наши конференции, и, пожалуйста, оставьте ссылки на ваши проекты и контакты в нашем чате для наших участников. Мы готовы к сотрудничеству, и поэтому я призываю всех к совместной работе и к участию на конференциях и так далее. Рахмет Ойрат абый.